Урок номер 26. Оба или обе. На уроке узнаете про собирательные числительные, с какими словами они сочетаются, когда употребляют слово оба, когда обе. Какие из данных количественных числительных обозначают целые числа, а какие несколько предметов как одно целое. 2, 3, 4, 5, 6 – это целые числа. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро – это несколько предметов как одно целое. Собирательные числительные – это небольшая группа числительных, которые обозначают совокупность, целостность предметов. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Собирательные числительные сочетаются с именами существительными, обозначающими лиц мужского пола, детей, детенышей животных. Например, четверо мальчиков, пятеро медвежат. Существительными, употребляющими только во множественном числе. Двое брюк, трое ножниц. Собирательные числительные склоняются как прилагательные. Сам не дерусь, а семерых не боюсь. Упражнение 1. Переведите числительные на русский язык. Какой ряд сочетается со словами «ребята-волчата», а какой со словами «сестра-доска». 2, 3, 4, 5, 6, 7 сочетаются со словами «сестра, доска». 2 сестры, 7 досок, 6 сестер, 4 доски, 3 сестры. Двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро сочетаются со словами «ребята, волчата». Двое ребят, трое волчат, четверо ребят, семеро волчат. Упражнение 2. Прочитайте. Выпишите пословицы с собирательными числительными. Устно опишите ситуации, в которых возможно употребление данных пословиц и поговорок. Пословицы с собирательными числительными: семеро одного не ждут, семеро, один с сошкой, семеро с ложкой, семеро. Семеро одного не ждут, говорят тогда, когда многие не хотят или не могут ждать одного, или тому, кто заставляет много ждать себя. Один с сошкой, семеро с ложкой, говорят тогда, когда один человек трудится, а другие бездельничают и рассчитывают на результат его труда. Это русская пословица. Слово «сошка» обозначает орудие труда. Ребята, нужно запомнить одно важное правило. Собирательные числительные не употребляются существительными женского рода. Можно сказать два ученика, двое учеников, но нельзя говорить двое учениц, двое сестер, двое девочек, потому что собирательное числительное с женским родом не употребляется. Надо говорить две ученицы. Упражнение 3. Запишите словосочетания, раскрывая скобки и употребляя собирательные числительные. Трое ребят, пятеро малышей, шестеро котят, семеро телят, девятеро солдат, четверо суток, восьмеро полицейских, двое очков. А теперь узнаем, когда нужно употреблять числительное «оба», когда нужно говорить «обе». «Оба» употребляется существительными мужского и среднего рода, а «обе» существительными женского рода, обе подруги. Упражнение 4. Образуйте нужную форму от числительных «оба», «обе». Запишите полученные словосочетания, укажите падеж. Проверьте себя по таблице. Таблица 7 на странице 190. С обоими братьями творительный падеж, с обеими сестрами творительный падеж, к обоим друзьям дательный падеж, за обоими щенками творительный падеж, за обеими мышами творительный падеж, от обеих ласточек родительный падеж, об обоих ежах предложенный падеж. Упражнение 5. Спешите, выбрав нужное числительное данное в скобках. Составьте с любыми двумя словосочетаниями побудительные предложения. Лечить оба зуба, перевязать оба пальца, гордиться обоими братьями, скучать об обеих подругах, держаться за оба конца, прикрепить к обоим сапогам, приклеить к обеим щекам, привязать к обеим ногам, держать обеими руками. Предложение побудительное. Крепко держитесь за оба конца. Перевяжите оба пальца стерильным бинтом.
Прочитайте словарную статью фразеологизма «смотреть в оба». Сколько значений он имеет, в каких ситуациях его можно употребить. Фразеологизм «смотреть в оба» имеет два значения. Первое – наблюдать внимательно. Второе – быть осторожным и внимательным. То есть проявлять крайнюю осторожность, внимательность, быть начеку. Можно употребить, когда за чем-то наблюдаешь. Например, чтобы молоко на плите не убежало, надо смотреть в оба. Упражнение 6. Укажите верные ответы. Упражнение 7. Подведите итоги по теме имя числительное, отвечая на вопросы по цепочке. Что, как, какие, почему, когда. Что имена числительные? Как изменяются по падежам? Порядковые по числам и родам. Какие? Количественные, дробные, собирательные, порядковые. Почему? Собирательные числительные сочетаются не со всеми существительными. Когда? Не сочетаются с существительными женского рода. Нельзя говорить двое сестер. Надо две сестры. Упражнение 8. Распределительный диктат. Запишите числительные, распределяя их по разрядам. Первый столбик – целые числа, во второй – порядковые, в третий – дробные и в четвертый столбик – собирательные. Подготовьте сообщение на одну из тем. Числа в нашей жизни, числительные в пословицах, числительные во фразеологизмах, интересные факты о числительных. Предлагаю два варианта. Интересные факты о числах и числа в нашей жизни. Можете что-то поменять, что-то добавить. Пользуйтесь.